Мои дорогие друзья, я рада, как всегда, вас всех приветствовать на моем канале. И у меня для вас сегодня очень важная новость. Этот выпуск действительно очень важный и срочный. Не все знают, и эта новость на самом деле прошла, так скажем, достаточно тихо, что 12 октября Европа начинает вступать уже вот в тот самый мир Оруэлла, да, в тот самый мир цифрового концлагеря, о котором мы так давно с вами говорили. Я знаю, что меня смотрят, конечно же, очень много людей из России, так как канал русскоговорящий, но большинство, на самом деле, зрителей у меня русскоговорящих со всего мира, да, и поэтому всем вам, друзья мои, это будет очень полезно знать. Так вот, 12 октября, то есть совсем через несколько дней буквально, да, совсем скоро, 2025 года, 29 европейских стран начнут внедрять новую систему для въезда и выезда из ЕС, которая называется ЕЕС, эта система. Заменяет традиционные штампы в паспортах на принудительный сбор биометрии на границах. Да, друзья мои, именно так. Система призвана модернизировать пограничный контроль и повысить безопасность. При этом данные путешественников якобы будут фиксироваться в электронном виде без штампов. Изменения затронут большую часть Европы – Францию, Германию, Италию, Испанию, Грецию и многие другие страны. Об этом чуть позже я вам скажу. Я хочу сейчас зачитать вам основные положения, да, этого закона, который вступает в силу с 12 числа. Сразу хочу сказать, что на данный момент мы имеем дело с законом, который распространяется на въезжающих и выезжающих граждан не Евросоюза, то есть туристов, людей, которые по работе приезжают в Евросоюз и так далее. То есть на данный момент мы, люди, имеющие гражданство Евросоюза или долгосрочный вид на жительство в Евросоюзе, нас пока это не трогает. Но опять же, пока, друзья мои. Но тот факт, что уже введена безусловная, принудительная сдача биометрии для людей, которые въезжают или выезжают из Евросоюза, не имея при этом европейского гражданства или долгосрочного вида на жительство, да, это уже очень страшный звонок, означающий, что мы пришли в тот мир, когда идет прямейшее нарушение прав и свобод людей. Мы сейчас с вами еще и поговорим, по какой причине это делается, как они это объясняют и так далее. Так вот, значит, новый цифровой инструмент управления границами заменит традиционные штампы в паспортах биометрическими данными, полностью изменив способ пересечения границ миллионами путешественников ежедневно. В рамках более широких усилий ЕС по модернизации этой самой системы ЕЕС тесно сотрудничает с Европейской системой информации и авторизации путешествий, делая поездки более безопасными, конечно же, для вас, эффективными, быстрыми. Вот, да, вот все это говорится, что это будет очень быстрое прохождение, никаких штампов паспортов, никаких очередей и так далее. Да, ну вот якобы все для вас, граждане. Значит, конкретно, что такое эта система ЕЕС? Это новая цифровая система пограничного контроля, которая будет внедрена по всей территории Евросоюза с 12 октября 2025 года и полностью внедрена уже к апрелю 2026 года. Она заменяет традиционную постановку штампа в паспорте на безопасный процесс, который регистрирует биометрические данные, даты въезда и выезда, что делает пограничный контроль более точным и эффективным для путешественников. По сути, ЕЕС представляет собой автоматизированную IT-систему, предназначенную для регистрации граждан из стран, не входящих в ЕС, при краткосрочных поездках через внешние границы шенгенской зоны. Вместо проставления штампов в паспорте вручную система в электронном виде регистрирует персональные данные и собирает биометрические идентификаторы людей, такие как изображение лица, отпечатки пальцев и другие. Каждый раз, когда вы въезжаете на территорию шенгенской зоны или выезжаете из нее. Значит, на кого распространяется конкретно это ЕЕС? Путешественники, не имеющие визового режима, куда входят граждане стран, освобожденных от необходимой подачи заявления на получение шенгенской визы, и владельцы краткосрочных туристических виз.
Если вы попадаете в любую из этих групп, вы будете зарегистрированы в ЕС со сбором вашей биометрии. Значит, конкретно уже какие страны на данный момент к этому присоединяются? Это Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Румыния, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Люксембург, Литва, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария. А что делать, если вы откажетесь предоставить биометрические данные? Биометрические данные – это ваши отпечатки пальцев, изображение лица и другое – являются обязательными в соответствии с законодательством ЕС. Если вы откажетесь предоставить их на границе, вам будет отказано во въезде, а ваша виза будет аннулирована, поскольку сотрудники не смогут таким образом завершить вашу регистрацию в системе. Друзья, повторюсь, это очень важная информация. Она сравнима с той информацией, когда нам начали втюривать, вспомните, пожалуйста, те самые аусвайсы, да, значит, ковидные паспорта, ковидные QR-коды, вот эти все дела, да, когда нам запрещали или принуждали нас к чему-то, вспомните, пожалуйста. Вот это что-то похожее сейчас начинается. И мы уже пришли к тому, что, реально, то есть Евросоюз, который позиционирует себя как якобы такая либеральная зона за права людей, вот, пожалуйста, вам и права людей. К тому же, я уже в предыдущих роликах частично вам говорила о том, что Великобритания, она, конечно, не является страной Евросоюза, она вышла, но это все-таки Европа, мы прекрасно понимаем, что это все взаимосвязано. Так вот, Великобритания стала первой страной официально уже, значит, принявший закон и внедряющий ежедневно на данный момент тот самый ID, цифровой ID гражданина, цифровой идентификатор личности, то есть через этот цифровой ID, что в Британии начинают принуждать людей просто, принудиловка, обязательно себе его приобретать, иначе они лишаются неких прав и свобод, да, и вот давайте я вам покажу конкретно уже, какие новости приходят по этому поводу из Британии. Я вам уже говорила, что там начались даже забастовки по этому поводу, и собрала петицию уже несколько миллионов подписей против этого введения. Даже в одном из предыдущих роликов я вам показывала частично отрывок из заявления бывшего премьера Бориса Джонсона, который странным образом тоже выступил против введения этих цифровых ID и призвал народ Великобритании бойкотировать и абсолютно не получать эти цифровые ID, да, то есть там ведется борьба. Однако же Стармер принял закон, и закон уже вступил в силу. Так вот, значит, какие новости нам приходят? Британский премьер Кир Стармер признает, что цифровой идентификатор личности – это лишь ретроспективная мера и не объясняет, каким образом они могут решить проблемы нелегальной миграции с его помощью. Однако при этом он называет их единственным способом борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией, подчеркивая, что власти должны знать все о каждом, кто работает в стране. Поэтому британское правительство сделало цифровое удостоверение личности ID обязательным, да, то есть принудиловка, просто принудиловка. Если у вас нет цифрового ID, сегодня в Великобритании вы не сможете работать. Вот давайте я вам покажу отрывки, которые я для вас перевела в выступление Стармера. Один из наших зрителей связался с нами и попросил нас задать этот вопрос вам. Роуз Браун хотел бы, чтобы вы нам поведали, действительно ли вы верите в то, что те, кто наживается на торговле людьми, скажут такие: «О, боже, что же мне теперь делать? Нужно цифровое IT для всех». Я абсолютно уверен, что одна из причин, по которой люди путешествуют через Францию, которая является безопасной страной для въезда в Соединенное Королевство, заключается в том, что в нашей стране нелегально работать в экономике проще, чем в других странах. Нам приходится иметь дело с начальниками, которые нелегально нанимают. Ах, да, но почему же они спрашивают у них доказательства? Обычную карту национального страхования, например. Нам нужно быть предельно ясными. У вас должно быть удостоверение личности, цифровой ID, обязательное цифровое ID, потому что мы должны прекратить нелегальную работу. Если вы посмотрите на любые рейды, мы значительно увеличили количество рейдов на рабочие помещения.
Совершенно очевидно, что люди работают нелегально в количествах, которые просто неприемлемы. Цифровое удостоверение личности необходимо иметь. Цифровое удостоверение личности решило бы эту проблему, в то время как сейчас люди должны иметь номер и карту национального страхования. А в чем же проблема, если у них этого никто не спрашивает? Начальник уже готов нарушить правила с картой страхования. Почему он не нарушит ее с цифровым ID? Ну, разница в том, что это только начало, а не ретроспектива. Это автоматический сбор информации правительством, чтобы мы точно знали, кто работает в нашей экономике. И это поможет нам обеспечить соблюдение существующих правил. И именно поэтому сегодня я объявляю, что к концу работы этого парламента это правительство сделает новое бесплатное цифровое удостоверение личности обязательным для права на труд в Великобритании. Позвольте мне объяснить, вы не сможете работать в Соединенном Королевстве, если у вас нет цифрового удостоверения личности. Все очень просто, потому что порядочные, прагматичные, справедливые люди хотят, чтобы мы решили эти проблемы, которые они видят вокруг себя. И, конечно же, правда в том, что мы не решим наши проблемы, если не займемся их первопричинами. И вслед за Великобританией еще одна страна Европы, но пока еще не Евросоюза, не зона ЕС, это Швейцария, которая тоже проголосовала за ту самую электронную идентификацию, этот самый цифровой ID, и, в общем-то, приняла его якобы большинством голосов. Что пишут, значит, у нас сайты из Швейцарии. Голосование по вопросам об электронной идентификации было очень напряженным и с малюсеньким перевесом. Победило, значит, 50,4% швейцарцев проголосовали «за». Перевес голосов составил всего 21 тысячу голосов. В 2021 году уже они рассматривали это на народное голосование, и народ отклонил этот проект цифрового ID в 2021. А вот в 2025 якобы народ Швейцарии проголосовал «за». Абсолютно поражает лицемерие европейских властей, которые заявляют, что вводят эти самые аусвайцы, да, вот эти, значит, цифровые идентификаторы, якобы, чтобы бороться с какой-то там нелегальной миграцией, при этом сами создают все предпосылки для того, чтобы эта нелегальная миграция всячески росла, значит, создают и поддерживают всячески законы, которые оправдывают преступления и произвол, и бандитизм этих самых мигрантов, всячески поддерживают насаждение их чуждой европейской традиции, культуры, религии и вообще каких-то ценностей, которые с нами никак не связаны, да. Вот вам, пожалуйста, например, тот же самый Стармер на днях принял закон, который утверждает, опять же, по просьбе диаспор, понятно каких, который, значит, в Великобритании разрешает браки между кузинами, то есть двоюродными сестрами и братьями, что, естественно, пытались оспорить осознанные люди в парламенте Великобритании, шли дебаты, но, то есть они пытались объяснить Стармеру, что мы создадим испорченную нацию, будет огромное количество людей с отклонениями рождаться, это очень опасно, это подтверждено сегодня наукой, да, но нет, нужно задобрить вот всю эту исламскую диаспору, да, весь этот Бангладеш, Пакистан, Сирия и так далее, и тому подобное, все то, что сейчас там концентрируется в свои гетто и начинает брать верх, и начинает занимать позиции в мэрах различных городов, в мэриях, да, и мы понимаем, что там уже просто она, простите за выражение, за такое слово, она просрана, Великобритания. Да? И поэтому что? Мы видим, что Национальная служба здравоохранения Великобритании публикует рекомендации, перечисляющие преимущества брака между двоюродными братьями и сестрами. В рекомендациях утверждается, что брак между двоюродными имеет такие преимущества, как более сильные системы поддержки расширенной семьи и экономические выгоды. Также утверждается, что запрет этой практики ставит под удар якобы определенные сообщества и культурные традиции. Понятно, каких диаспор, да? Ну, или вот в Германии тоже буквально вот сейчас на днях новость, значит, в некоторых школах Германии не будет уроков музыки теперь, потому что, друзья мои, значит, они не хотят задеть чувства мусульман,
так как уже во многих городах Европы, особенно Германия, Франция, Италия, Испания и так далее, существуют классы в школах, где 2% только коренных, значит, европейцев, а 98% это мигранты из исламских стран, да? Поэтому чувство, чтобы их не задеть, чувство мусульман, уроки музыки в Германии будут отменять, так как мусульмане считают музыку харамом, да? То есть вот якобы исламом запрещена музыка. Это звучит как шутка, но это не так, даже сам Мерц это подтвердил. Ну и еще одна яркая и показательная новость, которая показывает нам, как вообще сегодняшний коллективный Запад, так скажем, да, Европа и Америка, как они поощряют, значит, произвол черных, произвол мигрантов, произвол неких маргинальных, значит, слоев, да, которые распространяют свои щупальца везде. И вот яркий пример, например, из США, как черные на высоких постах выгораживают своих черных маргиналов и даже педофилов, даже в самых, казалось бы, невыгораживаемых ситуациях. Причем это новость из США, которую я вам сейчас зачитаю. Ну, абсолютно то же самое происходит и в Европе. У нас в Италии есть, значит, мусульманская диаспора, и вот эти вот выходцы некогда из мусульманских стран, либо итальянцы крайне левых взглядов, которые поддерживают, опять же, все это, да, за деньги, заняв посты судей, поддерживают, освобождают от наказания, от судебного заключения насильников, педофилов, убийц. И они ходят по улицам с топорами, с ножами, нападают на людей. Когда их ловят, оказывается, что он уже 3 раза нападал на людей, что он уже 2 девушек изнасиловал, что у него уже куча на нем всяких, значит, преступлений страшнейших, а он до сих пор ходит на свободе, потому что очередная судья или очередной, значит, его выпустили, потому что он бедный несчастный, потому что он беженец, очень много пережил, его надо понять, он еще и черный, да мы не будем расистами и так далее. Так вот, новость, значит, из США показывает нам вот такой, как раз такую ситуацию. Значит, мастурбация перед детьми в парке признана законной во Флориде, заявил прокурор Моник Варрелл. Значит, эта прокурор-женщина, она отказалась возбуждать уголовное дело против мужчины, который удовлетворял себя в общественном месте, то бишь в парке. И прокурор объяснила свое действие так: не все, что неправильно, является незаконным. Позже эта дама, которую вы сейчас видите на фото, Варрелл, фамилия ее, она уточнила. Оказывается, ребенок, который указан в жалобе, не напрямую наблюдал сам акт мастурбации, а также нет доказательств того, что мужчина преднамеренно совершил непристойное действие в парке. Вот так черные покрывают черных, арабы покрывают арабов. И все это поддерживается властями, поддерживается Евросоюзом, Еврокомиссией и всеми теми, кто сейчас правит на верхушке. Что ж, друзья, по Европе на сегодня это все новости. Мы держим руку на пульсе. Я, конечно, отслеживаю ситуацию. И, как говорится, будем стараться в нашей массе, в нашем объединении бойкотировать все то, с чем мы не согласны. Это не единственный на данный момент у нас с вами инструмент. Это к теме того, когда мне пишут и спрашивают, почему вы только рассказываете, что происходит, а не объясняете, что делать. Ну вот хотя бы это, да. То есть в наших руках инструмент принимать что-то или не принимать, причем массово. Вот и все. Друзья мои, я призываю вас обязательно подписаться, прежде всего, конечно же, на мой телеграм-канал. Ссылки на мои телеграм-каналы, мне их 2 обязательно всегда стоят под моими видео, да. И, конечно же, я обязательно жду вас на моем закрытом канале на площадке Boosty, где вашей подпиской за абсолютно символическую сумму вы получаете доступ ко всем закрытым материалам, к моим закрытым расследованиям, которых я больше нигде не выставляю, и где я, конечно же, с вами делюсь моими мыслями, где собралась очень интересная группа людей, интеллигентная, думающая, да, и вашей подпиской вы, конечно же, вообще поддержите независимую информацию сегодня в мире и поможете мне продолжать работать для вас и искать интересные материалы и проводить интересные расследования. Я благодарю вас, друзья мои, за внимание. Держимся вместе. До встречи.